Эмомали Рахмон гробит нашу нацию. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое недовольство высказали таджики. Вся правда с первых уст. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Жители Раштской долины на востоке Таджикистана сетуют на высокие цены на продукты первой необходимости. Торговцы обосновывают подорожание удаленностью региона и подорожанием ГСМ. Чиновники же утверждают, что все под контролем. Кадирджон Баев уже несколько лет занимается продажей овощей в городке Гарм, в центре Раштского района. Он подтвердил, что стоимость продуктов здесь дороже, чем в других регионах страны. По словам Баева, если в Душанбе килограмм болгарского перца стоит 7 самани, то в Раште уже 10 самани. Один арбуз или одна дыня стоит в Раштском районе 40-50 самани. Раштский район расположен в горном регионе, и расстояние до Душанбе составляет около 200 километров. При этом часть дороги разбита и находится в неудовлетворительном состоянии. Многие предприниматели и торговцы в Раште, в том числе и Кадирджон Баев, связывают дороговизну продуктов с расстояниями, на которые им приходится их перевозить. Так, по их словам, большая часть товаров первой необходимости привозится в Рашт из Худжанда, Душанбе или других регионов страны. И чем дальше расстояние, тем больше стоимость перевозки, а вместе с ней увеличивается и цена продукта. Топливо подорожало. 2 года назад литр дизельного топлива стоил 6 самани, в этом году почти 14 самани. Поэтому и товар выходит дороже. Я, например, еду в Худжанд и везу оттуда 250 дынь. На дорогу у меня уходит почти 2000 самани. Это получается по 7-8 самани за дыню. Но у меня еще есть расходы на проезд, проживание там, другие расходы. Еще я вынужден поднять цену на товар, чтобы получить немного и свою прибыль, говорит Сухроб Бахронов. Икрамиджин Беков, житель Душанбе, возит в Рашт бахчевые продукты, а обратно привозит картошку и фрукты. Он говорит, что из-за того, что часть дороги Душанбе-Рашт находится в аварийном состоянии, не все торговцы соглашаются возить товары в этот район. Дорога тяжелая. Желание много везти, но вот из-за дороги и задумываются потом. Стоит ли это делать? Масло, мука, макароны, сахар. Короче, все идет из города. В самом Раште, что есть продукты, то это в том числе яблоки и груши. Остальные продукты привозят из Душанбе, добавил предприниматель. В 5 районах Раштской области нет ни одного крупного предприятия. Большинство людей здесь занимаются садоводством и животноводством. По словам жителей, это занятие не приносит большого дохода, и они выкручиваются только благодаря денежным переводам от детей-мигрантов. 2 детей Хавиза Халимова, жителя Раштского района, находятся в трудовой миграции в России и ежемесячно присылают семье деньги. Собеседник говорит, что если из России будет поступать больше переводов, то это улучшит положение людей. Жители Раштской долины начали выезжать в трудовую миграцию гораздо раньше, чем жители других регионов Таджикистана. Большинство наших собеседников в Раштском районе говорят, что у них есть родственники в России или Казахстане. Как вы относитесь к тому, что если люди в Таджикистане живут в далеко доступных местах, то и жизнь у них намного хуже, чем у других? Почему власть не занимается этим вопросом? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ляхшский район Раштской долины граничит с Кыргызстаном. Предприниматели говорят, что до закрытия границ в прошлом году некоторые товары поступали из Кыргызстана и были относительно дешевле, чем сейчас. Из Джиргаталя привозили красный болгарский перец, который мы продавали за 6 самани. Сейчас он стоит 11 самани. В любом случае, когда привозили товар из Джиргаталя, он был дешевле. Сейчас привозят из Худжанда, говорит Кадирджон Баев. Местные власти в Раште, как и предприниматели, связывают дороговизну продуктов с удаленностью региона и ростом первоначальной стоимости продуктов. Но при этом говорят, что цены находятся под контролем. Мухаммаджон Мирзомахмудов, начальник управления агролизинга в Раштском районе, который беседовал на рынке городка Гарм, сказал, что очень высоки дорожные расходы. Какой бы продукт вы ни везли, его везут из другой местности при помощи автомобильного транспорта, и это влечет за собой транспортные расходы. Власти контролируют цену, все под контролем. Некоторые из торговцев на рынке сказали, что растут практически все цены. Если трудовые мигранты не будут присылать своим родным денежные переводы, то торговля вообще сойдет на нет. Абдуханон Мулоев, продавец на рынке в городке Гарм, говорит, что некоторые жители приезжают покупать сюда фрукты, но у них не хватает денег. По словам Мулоева, они хотят купить виноград, например, арбузы или дыни, но у них мало денег на это. Если не будет мигрантов, то тогда ничего и купить они не смогут. Основа – это Россия. Люди, конечно,
частично занимаются и земледелием, но урожайность не такая высокая, чтобы дахканы имели прибыль или доход. Ражский регион составляют 5 районов: Нурабадский, Сангворский, Лахшский, Таджикабадский и, собственно, Ражский. Население региона составляет почти 400 тысяч человек. Садоводство и животноводство являются основными видами занятости местных жителей, и сложившаяся социальная ситуация приводит некоторых жителей к выводам, что центр не проявляет особого интереса к этому региону. Как вы относитесь к тому, что Эмомали Рахмон в основном переживает за центральные регионы и туда больше направляет денег, а действительно регионы, которые нуждаются в развитии, остаются без ничего? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.